В медицине главным лекарством является сам врач, ведь он не что иное, как утешитель для души. Радостное выражение лица доктора – это уже начало выздоровления больного. Если ему после разговора с врачом не стало легче, то это не врач. Так считают все именитые доктора мира. С этим мнением согласен и президент России Владимир Путин, который совсем недавно вручил звание заслуженного врача Российской Федерации нашему земляку, травматологу, ортопеду Анатолию Комиссарову. Сегодня мы у него в гостях. Он познакомит нас со своей вдохновительницей, любимой супругой Валентиной Комиссаровой, врачом по профессии, поэтом по призванию. У наших сегодняшних героев интересная и очень увлекательная жизнь. Оба невероятные оптимисты, утонченные созерцатели, великолепные родители, отлично справляющиеся с ролью отца и матери и, конечно, преданные своему делу люди. Пациент должен чувствовать, я считаю, после того, как посетил врача, он должен чувствовать облегчение. А так просто пришел человек, его поверхностно посмотрели, диагноз поставили, отправили дальше куда-то. Доктор-то он должен, я считаю, ставить свой диагноз полностью. А потом пациент пускай идет, консультируется. Одна голова хорошо, два лучше, три еще хорошо. Пускай ходит по врачам и сам удостоверится, действительно ли этот диагноз его диагноз. Для врача самое главное, это надо прислушиваться очень хорошо. Вот, например, в моем случае, да, пациент заходит на прием, скажем, я часто консультирую уже и смотрю пациента. Сразу видно там уже, если он хромает или как-то не так держится, или у него лицо как-то или глаза какие-то у него. Тут уже визуально, уже с годами, с опытом, уже частично уже диагноз там уже ставится при входе пациента. Что он классный хирург, я знала уже и тогда, как он к больному подходит, как это относится, вместе работая в одной больнице. И как его уважали эти наши все медсестры, фельдшера и врачи. И до сих пор обожают его. И очень много больных и пишут благодарности. Подходят, говорят, мы у вас лечились, вот я бегаю, вот я хожу. Конечно, я его очень высоко оцениваю в этом плане. И потом он очень болеет за каждого своего пациента, всех пропускает через свое сердце. Все операции, они по-своему все сложные. Но один, который я с честью, с достоинством, я даже до сих пор чувствую, что это в Жибарике Хая мы этого Женю оперировали. У нас медсестра процедурная, муж шахтер. У него живот заболел. Его очень тяжелого привезли. И тогда я прооперировал аппендицит, расположенный забрюшинно и за слепой кишкой. Это очень редкий случай. Ретроперитониальное, ретроцекальное расположение аппендикулярного отростка. Никакой клиники этого аппендицита явного нет. Мы еще думали, тут какая-то другая инфекция, какая-то инфекционное заболевание. Все там консилиумы, все тоже были, наверное, мы тут, и главные врачи, все. А потом, надо оперировать. 39 температуры. Мы взяли его, прооперировали. В операционную зашли и обычным разрезом для аппендэктомии мы зашли туда, и я внутри при таком состоянии должен быть перитонит. Но я перитонита не увидел. Зашел, аппендикулярного отростка тоже нету на месте, где он должен быть. Обычно при аппендицитах она сразу тут же, она такая напряженная вся. Его нету. И я там прощупал забрюшинно что-то такое, как булыжник такой. Про это нам рассказывали, что такой случай бывает. И все время говорили, аппендэктомия самый такой, такой легкая операция, но в то же время это самая сложная операция. Это у меня в голове сидело. И мы зашли туда, все, прооперировали.
ушили, задренировали. Ну, пациент, конечно, тяжелый был, но он вышел. Вот это вот самый такой момент был у меня в начале моего вот этого вот профессионального становления. Но это тогда я был как хирург, работал хирургом. А по поводу травматологии, травмы, конечно, всякие разные тяжелые травмы бывали в жизни. Много автотравм, много случаев было и на строительстве падают с высоты, люди сами прыгают с высоты. Ну, тяжелые травмы привозят, то там, конечно, приходилось по несколько часов оперировать, тяжелые, но тут уже как-то у нас бригадно работаем. Большая больница, это хорошо, тем хороша, что там уже бригадно работаешь, там и легче тебе, и ассистенты есть, и помощники могут быть, там и любого врача можно пригласить, и совместно все вот эти вот самые тяжелые. Иногда бывает так, что и травматолог тут же оперирует, и хирург тут же оперирует, тут же нейрохирурги, все это. Ну, чем быстрее человеку окажем помощь, тем у него будет благоприятный исход. Анатолий Николаевич стоит за операционным столом вот уже почти 40 лет. Возглавляет большой коллектив из высококвалифицированного персонала. А ведь когда-то, будучи еще ребенком и живя в далекой якутской глубинке, он сам был пациентом у хирурга-травматолога. Именно этот эпизод повлиял на выбор будущей профессии. Я где-то к 9-10 годам травму получил. Упал с дерева, ногу сломал и попал в больницу. И вертолет сразу прилетел, меня забрали и на вертолете доставили до Хандыги. В Хандыге там в районной больнице, в хирургии. Меня оперировали там, ногу оперировал доктор. И я там первый раз увидел, можно сказать, людей в белых халатах. И халаты обычные вот такие вот сзади застегиваются, не как вот сейчас такие халаты. Вот. И мне захотелось стать врачом. Тогда я почувствовал, что хочу стать медиком. В школе у нас были вот эти моменты, когда поход ходили с классом. Меня как медика воспринимали. Я все время там про медицину очень много интересовался, всякие лекарства, все такое собирал, там эти витаминчики всякие разные. И даже до того дошло, что мы хотели уехать на несколько дней в поход, и я как медик, ну я же не знаю же лекарства, кучу всего набрал, все, что увидел, все набрал в сумку, и уже должны были выйти. Если бы кто-то заболел бы, я бы начал там таблетками и всякими лечить. Не знаю, как правильно, неправильно, но, по крайней мере, порыв у меня был такой же. Ну, буду лечить, я медик. И все. И после 10 класса я сразу определился, что я буду медиком. Примерно в это же время, правда в Булунском районе, окончила школу Валентина, будущая супруга Анатолия Николаевича. Она мечтала стать учителем, поэтому приехала в Якутск с твердым намерением поступать в педагогический институт. Я хотела стать учителем. И вот приезжаю в Хатас, здесь родственники наши, дядя, у которого вся родня останавливалась. И там тоже молодые и абитуриенты есть, и студенты были в это время. И один мой троюродный брат говорит, Петя Журков, говорит, ты куда приехала поступать? Я говорю, ну не знаю, или на ИФФ, или на ФИЯ, или куда, в общем, в гуманитарную. А он говорит, что вы все хотите учительницами стать, да, учителями стать? Кроме что учителей и бухгалтеров нет других профессий, что ли? Вот иди к нам, говорит, на медико-лечебный. И стал мне рассказывать про медико-лечебный, как там здорово. Я думаю, действительно, может попробовать, так вот, просто из любопытства пошла и сдала все экзамены, поступила сразу. Закончила тоже хорошо и не жалею. Конечно же, Валентина Иннокентьевна ни о чем не жалеет, ведь именно благодаря поступлению на медицинский факультет она повстречала своего суженого. Познакомились мы в стенах своей альма-матер Якутского государственного университета, куда оба, сначала я, потом следующий год он,
поступили на медико-лечебный факультет. Поступил в 1974 году наш медфак, тогда медфак же был. И нас отправили на колхоз, скажем так, на картошку. И как раз вот этот, оказывается, медфак шефствовал с моим вот Мирино-Алданским вот этим участком совхоза Охлопкова. И нас туда увезли. Я домой попал на практику, скажем так, сельхозпрактику со своими вот этими студентами, со всеми. И второкурсники, я первокурсник, она второкурсница же. И они тоже она, оказывается, была самая в этом Мирино-Алдане, но я тогда ее так-то не знал, не видел же. Она у меня дома была, чай пила, оказывается, у меня тоже там. Без него. Вот. Однокурсница была Аля Сергучева, она оказалась их Да, родственницей. родственница И наша. она повела нас туда чай пить, и я там познакомилась с ее младшей сестренкой, с Галей. Вот она там полы мыла, такая девчушка была. Нас пригласила за стол, угостила чаем, вареньем. Потом мы пошли, уже когда выходили со двора, мать пришла. Это моя будущая свекровь, оказывается, я не знала. Она так на нас строго посмотрела, что за девочки тут ходят. Ну, мы мимо прошли и все, не заметили. Да, я заметила, там этот пиджак висел в клетку за одним этим стулом. И Аля говорила, вот мой брат вот в этом пиджаке, наверное, видели, говорит, он тоже поступил. Ну, я просто так услышала, а потом мы просто заметила, наверное, вот этот парень, у которого мы дома были. Ну и все, да, и влюбленности еще не было. Она пришла позже. И там танцы же организовывать вечерами танцы. И там я в этом пиджаке, своем вот этом клетчатом пиджаке там ходил. Тогда я ее увидел, и еще другая какая-то была. Мы там еще со Степкой, своим другом. Степку, это я буду приглашать, говорит, ее, а я соседку. Степе она приглянулась, да, тогда. И мы там, по-моему, потанцевали. А потом уже в общежитии, ну, часто же бывает так, что по лестнице поднимаешься, спускаешься, там, постоянно перед глазами встречаешься, там робко здороваешься, а потом потихонечку сблизились мы там. По субботам в 12 корпусе там танцы организовывались на первом этаже. Потихонечку мы начали уже, ну, я пригласил Валю в кино, на снегу рисовали, все такое. Ну, дети. На снегу он признался, натоптал, оказывается, слово «люблю». И я даже не знала, просто шли туда-сюда, туда-сюда. А потом мы отходим и говорит, смотри, говорит. Вот так было, это произошло признание. И в 1976 году у нас была свадьба. Свадьба была такая большая, очень, 2 курса почти. Ребята нам так помогали, везде сами бегали, устраивали, организовывали. Это так и незабываемо, очень здорово все было. Мы почти сами ничего не делали. После женитьбы нам сразу студправком выделил такую большую просторную угловую комнату в 13 корпусе. Мы были очень счастливы. На свадьбе нам подарили все, что нужно нам. Телевизор, холодильник, стиральную машину и так далее, и так далее. И очень много часов. Часы настенные, часы напольные. Счастливые часов не наблюдают. Это крылатое выражение в полной мере прижилось в семье Комиссаровых и длилось ровно 20 лет, пока счастье не обернулось горем. Первенец у нас родился, когда я была на 4 курсе, Максим Комиссаров. Но, к сожалению, его с нами сейчас нету. Он погиб в 20-летнем возрасте, пьяный шофер его задавил, можно сказать, да, под колесами своими. Но до сих пор его очень вспоминают, все помнят. Я, например, очень счастлива, когда вот встречаю его друзей, даже незнакомые ко мне подходят, говорят, вы мама Максима, оказывается, здоровается и вспоминают его очень тепло. Везде встречаю их, иногда в магазине, иногда где-то там на каком-то мероприятии. Он учился в колледже культуры, окончил одним из лучших студентов, был яркий такой, очень
Веселый такой парень был. Он начал работать же в этом ДК Кулаковского. ДК Кулаковского, ага. Звукорежиссером поступил после учебы и собирался поступать в Питер. Ну вот так вот случилось 9 мая 98 года. К сожалению, ни детей, никого не осталось от него. Но это было потом. А пока молодые специалисты, начинающий хирург и терапевт, исколесив северную часть республики, возвращаются в Якутск. Знали, что мы вернемся в Якутск, потому что надо было дальше учиться. Анатолий мечтал об ординатуре, и мы приехали. Уже сознательно пошла в физкультурный диспансер республиканский. Почему сознательно? Потому что, работая в терапии, я как-то уже поняла, что терапевты в основном, ну как бы, не излечиваем мы, не исцеляем до конца больных. Это поняла я уже тогда. Все зависит от образа жизни. А я сама не спортсменка далеко, но поэтому захотелось и свое здоровье поправить. Думаю, заодно пойду-ка я работать туда. Возможно, буду людей оздоравливать больше, лучше там. Уже ощущала, что вот выписывая антибиотики, я знала, сколько побочных эффектов или эти снижающие давление препараты. Как-то мне это было очень тяжело. Хронические больные, они же вынуждены лечиться всю жизнь, как бы обречены на это лечение. Одно обострение пройдет, ремиссия, потом снова обострение, и так до конца печального. Да? И хорошо, что меня Юрий Сидорович Прокопьев взял сразу, очень приветливо, тоже понравилось мне там работать. Действительно приобщилась к здоровому образу жизни, начала оздоравливаться сама. Работая там же, во врачебном физкультурном диспансере, проводила курсы по методу Шичко, Геннадия Шичко, по избавлению от алкогольной и табачной зависимости, от пищевой зависимости и так далее. Да. И спасибо Дмитрию Шарину, главному врачу диспансера тогда, он меня тогда отправил на курс Петра Ивановича Губочкина из Ярославля, которого пригласил департамент по охране генофонда наш, чтобы он прочитал лекцию по собриологии. Собриология – это наука о трезвости. И я вот, ну, тоже случайно. У меня почему-то все вот случайно, не по мечте как-то, но все случается, да. И все это случается, мне кажется, совсем не случайно. Все это мне очень даже нравилось, как-то интересно было, да. Отправил он меня туда, и я вот стала, мне это очень понравилось. Я наконец-то осознала, кстати, вот это было как раз, наверное, через полгода после гибели моего сына, который умер по вине пьяного. Поэтому я поняла, что насколько это страшно, вот, употребление алкоголя. Ведь тот парень, который сидел за рулем, он не был алкоголиком, он просто праздничный день выпил и вот полетел, да. Поэтому вот когда человек употребляет алкоголь, он уже теряет, он сам себе не хозяин, им управляет алкоголь. Вот это я очень крепко осознала и стала в этом направлении работать, уже с желанием своим. И потом ездила несколько раз уже на курсы по собриологии, куда нас возил наш учитель Карл Георгиевич Башарин. Здесь вот самый известный наш апологет трезвости. Он собирал нашу команду, туда возил, и мы там проходили новые и новые курсы, получали сертификаты, имели уже право проводить собственные курсы. И так до пенсии я там проработала. Ну, вообще проработала 30 лет, общая такая врачебная деятельность. И никогда не думала о том, что мне еще что-то другое светит. Я пошла рисовать, потому что никогда не умела рисовать. Начала туда ходить и с интересом. И действительно у меня что-то получалось, удивлялась очень. И поэтому мне это очень нравится до сих пор. Я сейчас вот очень люблю. Просто у меня руки чешутся, как увижу мольберты и краски. Нарисовала каждому внуку своему ангелочков. Ну, вообще люблю это дело. Просто кайф испытываешь, когда вот думаешь, что у тебя что-то получается. Да, еще у нас был хор.
О, самое Самое основное. главное, самый такой счастливый период жизни, наверное, тоже, куда хочется очень-очень часто возвращаться. Но это все благодаря тому, что там хормейстером была Людмила Анатольевна Шумилова. Мы ей очень-очень благодарны за то, что она нас приобщила к какой-то вот высокой музыке. Мы раньше вообще не задумывались ни о какой классической музыке, ни о духовной. А тут стали интересоваться и даже вот исполнять какие-то произведения. А потом произошло еще одно откровение, о котором Валентина Иннокентьевна даже и не подозревала. В 2016 году поехали на гору Сата. Это священная гора в Нюрбинской Малусе. И там царство этого шамана Арсары был такой вот, недавно он умер, года 1,5-2 назад. Мы там побывали где-то дней 5 в его такой среде. Глухомань такая, ну, первозданная природа. И он говорил: молчите больше, да, ходите каждый сам по себе, только, говорит, осторожно, там, говорит, следы медведя есть. Но если, говорит, вы так себя будете хорошо вести, он вас не тронет, не бойтесь. Ну и мы каждый день, у нас было всего 5 человек, мы разбредались, там на хомусе играли где-то, сидели. Наверное, вот такая волна была единения с природой. И у меня как-то появились стихи. Я стала писать каждый день, и даже по несколько стихов. Я сама была страшно удивлена. Никогда не думала, что это будет делом моей жизни потом. Просто не обращала даже на это внимания. А тут прямо, ну, идут стихи. Как стала писать, с тех пор я вот на этой волне нахожусь и очень счастлива этим, что как-то мне все больше и больше нравится писать. Потом стала я переводить, потому что начала писать на 2 языках. Сначала на своем родном я писала 2 года, а потом я как-то подумала, а почему я же вроде русский язык тоже неплохо знаю. Почему-то вот даже села, хотела писать что-то на русском, у меня ничего не получалось. Ну ладно, не дано, так не дано, я так, ну как сказать, махнула рукой на это дело. Но потом однажды так случилось, что мы все время ездим, каждый год ездим в Мегин-Алдан, Тампонского улуса, это его малая родина. Там иван-чай разрастается просто выше меня ростом, и прямо огромное поле, все в цветах. Туда я зашла, и как-то сами по себе эти стихи получились. Ну, потом на русском они сами тоже стали приходить, иногда на русском, иногда на якутском приходят, потом стала переводить. Раз я пишу на обоих языках, наверное, надо попробовать перевести какой-то любимый стих. Стала переводить сначала классиков, Пушкина, там, Лермонтова, ну, кого любила, Есенина. А потом якутских на русский, а потом, поскольку я в хоре пела, да, мне эти песни очень захотелось переводить, чтобы они пелись, каждый на свой мотив. И так появилось довольно много песен. Кроме стихов и песен я перевела еще вот эту повесть Егора Борисова «Бор в Лугунях». Это тоже замечательный человек, многосторонне развитый, очень талантливый мой однокурсник, доктор медицинских наук и путешественник, член географического общества, писатель. Вот эта книга меня подкупила тем, что она о наших, ну, о годах нашей юности, 70-е годы, молодости.
как вот история деревни, как многие спились и так далее. Это тоже очень созвучно вот моей теме по отрезвлению, да. Я ему благодарна, что он вот попросил меня эту книгу сделать. И он ее выпустил в Минске в прошлом году. Там белорусские очень даже хорошо оценили и сказали, что переведут на белорусский язык. Да, и ко мне вот в 2019 году Арчелан, опять-таки Афанасий Гуринов, обратился с очень странной для меня тогда просьбой, которая меня страшно удивила. Он принес вот такую огромную книгу «О чем побелю» Иннокентия Иванова. Она, оказывается, очень была нашумевшая книга в свое время, да, потому что это книга, роман-эпопея, охватывающая время с 1845 года вплоть до нахождения алмаза. Чумпу-Вилюй, Тихий Вилюй называется, «Алмазы и слезы». И там описываются реальные люди, реальные события. Он, оказывается, сам автор из семьи, которая очень знаменитой, родоначальником является купец Трофим, купец второй гильдии при царской власти, да. Очень был тогда знаменитый человек, и его сыновья, как они вот попали в эти годы революции, гражданской войны. Один внук стал красным, другой сын стал главой повстанческого движения, Петр Павлов. Да? В общем, замечательные все люди, каждый сам по себе замечательный. Родители вот Иннокентия Иванова самого, они в алмазодобывающую промышленность внесли тоже очень свою лепту. Да? И вот этот роман начинается еще вот с описания жизни отца Трофима, купца Трофима. Он был охотником. И вот эта удивительная судьба этого Трофима, которого спасло только то, что его по обычаю предков передали какой-то другой семье на воспитание, да, тайком. Потому что у них в семье дети не выживали. Это же очень часто было у якутов. И вот до каких он высот дошел, каких детей замечательных родил, внуков и так далее. Это просто удивительный роман. Я там переживала и за красных, и за белых. Тут плачу, там плачу. В общем, 3 года, обливаясь слезами, перевела этот роман. И в прошлом году в основном я закончила КСХу. Но пока еще роман не издан в переводе, потому что спонсоров нет. Ну, надеюсь, когда-нибудь издадут. Дальше, значит, рассказ это нашей народной поэтессы Сая, «Аладья» называется. Тоже это годы Великой Отечественной войны, тяжелое детство, от голода люди умирали. Это тоже мне очень близко, потому что вот мой дедушка в военные годы от голода умер, и 2 его сына вот прямо почти в одно и то же время, за одно лето, можно сказать. Мой отец один остался с матерью. Вообще он выжил один из 11 детей. Поэтому тот рассказ я тоже восприняла очень живо, очень близко к сердцу и перевела. Это был срочный заказ. Ну, как-то успели мы и в России, в Москве издали. И последнее вот стихотворение «Завещание» Сарданы Корякиной, молодой поэтессы нашей, известной сейчас уже вот очень стала знаменитой. Она вот это стихотворение написала как бы голосом, ну, ей надиктовал погибший во время СВО парень, писатель тоже, поэт из Верхоянского лоса Василий Рожин. Как будто его вот словами, он прощальные слова, завещание свое ей надиктовал. СВО, наверное, волнует всех. Ты все равно вот болеешь за всех детей, за всех наших этих парней, которые там воюют в мирное время, можно сказать. Даже войной это нельзя называть. Но тем не менее, сколько их гибнет. Это тоже очень такая животрепещущая тема. И вот 2 дня я как-то носила в себе это стихотворение, повторяла, и как-то под утро у меня появился перевод. И Сардане он очень понравился. Она отправила в антологию национальной литературы. Вот недавно тоже вошел этот стих
книга была издана тоже в Москве. После такого творческого успеха Валентине Иннокентьевне стали поступать предложения по проведению поэтических вечеров при участии и большой поддержке уже известных якутских поэтов и писателей. Все это сподвигло нашу героиню на новый творческий порыв, и она решается на следующий шаг. Меня попросили написать текст гимна поспредства нашего московского, поучаствовать в конкурсе. Мелодистом был Николай Андросов, идейным вдохновителем была Троева Лариса. Сахая спела победоносно эту песню там на торжестве. Doyduk yüreğin çok çutun, atırar Moskova koratın, sahabıt sirinin sitimlir, üyele heyeli oloftur, bu kurduk bir üye tuharı, süs aras norotu kıtarı, bir tenge altı hankardelik, keskille artık karelik. Валентина Иннокентьевна часто задумывалась над тем, почему и когда пришла любовь к поэзии. Далеко ходить за ответами не пришлось. Поиски закончились там, где и начались, в своей семье. Бабушка у меня была главным человеком почти в жизни. Она такая вот немногословная была, вот, которая 10 детей-то потеряла. Это папина мама, моей папы. Она всю жизнь с нами жила, всех нас воспитывала, постоянно с нами была. 10 лет она была слепой, тем не менее оптимизма не теряла. Такая юмористка была, очень любила какие-то шутки после таких-то тягот, испытаний. Любила какое-то меткое слово, вот услышит, она прямо радовалась. И очень любила слушать по радио Олонхо. Потом вот я совсем недавно узнала, что ее предки, оказывается, из Верхоянского улуса приехали в Устилданский улус когда-то давным-давно. И вспомнила, что когда я была в Киселяхе, это в Верхоянском улусе, вот смотрю на небо, и из облаков в облаках постоянно вижу бабушкино лицо. Между облаками ее лицо прямо выходит, ее глаза, ее вот этот вот как бы лицо, у нее круглое такое якутское, очень типичное лицо было. Я вижу везде бабушку. Это, оказывается, неспроста, это, оказывается, она оттуда родом была. Вот от нее, наверное, потом в папе вот этот дар к слову, потом уже ко мне перешел. Папа был пишущим человеком, очень был талантливый человек. Ну, перед смертью мы успели издать 3 его книги. Он еще был краеведом, вот после выхода на пенсию стал изучать по архивным данным историю своей школы Береинской, историю своего села. Издал вот эти вот книги небольшие. Вот на основе этих книг школа наша справила столетие. До того, оказывается, никто не знал, когда она точно была организована. И музей сейчас есть, тоже вот основал он, да. Потом о своей жизни он еще написал. Очень такую пронзительную книгу, какое было тяжелое детство. А про маму я вообще думала, что у нее-то детство было намного лучше, как-то она всегда, никогда об этом не говорила, что постоянно у нее очень близкие, теплые отношения к своей родне, но оказывается, вот потом уже, когда она к нам переехала, жить после смерти отца, я узнала, что у нее было очень тяжелое детство, поэтому была она замкнутая какая-то, особо ничего об этом не говорила. Она росла почти без мамы, ну так сложились обстоятельства. Отец у нее умер еще до войны. Воспитывали ее дедушка и бабушка в глухом Аласе. Она вот, родив 3 детей, училась заочно 4 года здесь на кооперативном. Постоянно на сессию уезжала. То бухгалтером работала, то на отчеты уезжала, то в больницу уезжала, подолгу там лечилась, потому что туберкулез у нее был. И мы оставались одни, и постоянно вот с детства, когда вспоминаю, это все время тоска по маме.
И потом, когда она приезжает, такой уют сразу, да, она у меня рукодельница, вообще все умеет делать. Из ничего может создать что-то. Позапрошлом году вот она выиграла гран-при здесь среди народных мастериц, непрофессиональных мастериц, и со своими работами, там, пэтчворк и так далее. Потом она все время вот шила, нас обшивала, обувала, нам шубы шила из каких-то цигейковых этих шапок и так далее. И вот одно из воспоминаний, как вот я просыпаюсь ночью, и вот это стук этой швейной машины. Ей некогда было, она ночью вот шила. Сестра была младше на 4 года, я ее постоянно считала шпаной. А братишка еще на 8 лет меня моложе. Но я его просто играла, щищукала с ним постоянно. Я одна у нее осталась. И брат умер, и сестра умерла. И за что я им очень благодарна, и отцу, и матери. Они нас приучили вот, любить чтение. Очень много книг, журналов постоянно выписывали, роман, газеты. Ну, работа у них тоже была очень такая. Даже без выходных иногда работали. Оба были бухгалтерами, папа чаще всего был главным бухгалтером и так далее. Потом ревизором стал, постоянно тоже по командировкам ездил. И вот после окончания Хабаровской какой-то школы, ревизорской, что ли, его в Булунский УЛУС отправили. После 7 класса уже надо было ехать с ними, с родителями в Булунский УЛУС. Папу туда направили. И я вот ревела целыми днями, не хотела уезжать. И классный руководитель, она была моя тетя троюродная, она, ну, сама не хотела меня отпускать. Я сказала, что пусть поживет у меня. И осталась я 8-й. Ну, поживем, посмотрим, как она тут, значит, может, сама захочет уехать, тогда я не буду держать. Я осталась и очень благодарна ей, потому что там в общежитии жили 4 молодые учительницы, одна пионер-вожатая была. И в такую компанию я попала крутую вообще. Они такие были заводные, веселые, поющие, читающие стихи. И музыка, и ну, какие-то праздники, вот молодые учителя собирались. И тут я попала прямо в поэтическую среду, действительно. Я не хотела тоже уезжать, но все равно скучаю по своим. И после 8 класса, ну, конечно, вынуждена была уехать. Тоже не жалею, что я проучилась в Булунской школе. Там интернациональная школа была. Учителя были из центральных мест, москвичи, петербуржцы и так далее. И такие классные были учителя, так хорошо преподавали, что на химии я хотела стать химиком, на истории историком, на русском русским, с англичанкой я хотела стать англичанкой. Вообще все было замечательно, очень тоже тепло вспоминаю эту школу. Меня постоянно оберегали даже от физкультуры. Мама постоянно получала какие-то справки освобождающие, хотя я особо ничем не болела, я сама была не прочь, но почему-то мне внушали, что я больная. И даже не отпускали ни на сенокос, никуда, да, вот это, ну, какая-то гиперопека. Они сами очень трудное, тяжелое детство было и у отца, и у мамы, и у бабушки, которая потеряла 10 детей. Поэтому они тряслись над нами. Кто бы что ни говорил, как бы ни отрицал влияние семьи на становление человека, но пример родителей оказывает огромное воздействие. Наша героиня признается, что тоже очень переживала и боялась за своих сыновей. Но однажды она услышала важную для себя фразу, после которой жизнь стала намного легче. Если хотите добра своему ребенку, отпустите его. У каждого человека есть свой этот ангел-хранитель типа. И это его обязанность за ним следить. Вы попросите его и спокойно лягте спать. И не думайте о сыне, ни о ком, о детях своих. Ну, это мне, наверное, очень помогло в плане того, вот с младшими детьми, наверное. Хотя и им, наверное, от меня многое досталось. Но, тем не менее, мои сыновья выросли как-то близкими мне. Они понимают меня, они прощают меня, они как-то стали самостоятельными. Позовешь, там обязательно приходят без всяких, всегда поддерживают. Я думала, может быть, они недовольны тем, что я пишу, куда-то бегаю постоянно, внукам не помогаю. Ну, помогаю, конечно, как могу, но реже, чем, возможно, им хотелось бы. Но нет, они никаких недовольств мне в этом плане не высказывают, всегда поддерживают. Вот когда какие-то мероприятия мои проводились, всегда первые приходят, помогают. И самое главное, у обоих хорошие семьи, дети, они отцы, очень ответственные. У Гани 4 детей. И
И у Киши двое. Немного другое отношение к воспитательному процессу мальчишек было у отца семейства Анатолия Николаевича, ведь он рос обычным деревенским парнем в трудолюбивой и многодетной семье. В мире на Алдане я родился пятым ребенком. Старшая сестра, младшая сестренка и 3 старших брата. Из них самый ближе ко мне младший их, Юрий. Он охотник. Постоянно, когда я маленький был, он все время в лесу охотится, я за ним бегу, он от меня отгоняет, я за ним все равно, но он берет меня потом. И поэтому я очень много с ним ходил по лесам, по озерам, охотились там, на сенокос с ним ходили вместе тоже. Родители мои вообще такие самые простые люди. Отец работал в сельсовете, работал, Председателем. а потом уже на пенсию вышел и начал работать в совхозе овощеводом. Мама работала в яслях, в садике, она поваром там работала. Она была такая строгая, но действительно вот как справиться, да? 4 мальчишек, и поэтому они, наверное, к порядку были очень приучены, трудолюбивые. Я пишу на 2 языках, но о матери у меня получается только на якутском. Ну, потому что, видимо, такое воспитание. Здесь стих о том, что как мама встречает лето. Ходит она со своей тросточкой, ходит тут по двору и с каждой березкой разговаривает, там, потом руки поднимает к небесам, что-то туда, к востоку, поворачивается и что-то шепчет. Вот это наблюдала и написала. Якем сайыннын алтыгар. Якем тергенин керейер. Хас бирди хатыңнын селехер. Себекки аймағын керексир, тоярар чычағы ихиллир. Урах бар төрәбит алахын, ахтара болақты долгуян. Эдерин эридде холовын, санақтан эрдеға бұтырын. Таягар тиренен одулур, кök сол көнелемен қалланы. Керестир жоннорын оманын, көрдүре болоду оланна. Илиңи кен куяр сағағын, илитин көтөгөн айқаллыр, ихигер кенчәре өтчатын, ихиряқтылынан алгыстыр. Молитва единения с природой, что вокруг, от всех невзгод лечения и самый верный друг. Молитва как прозрение, как милость, снизойди и научи умению сквозь боль идти к любви. Эти строки из стихотворения Валентины Комиссаровой пронизаны и огромной печалью, и великой любовью. Их мог написать только тот, кто, несмотря ни на что, смог преодолеть все невзгоды и благодаря небесным ангелам идти дальше. Ну а если вы не верите в ангелов, просто посмотрите в глаза своей мамы.